Через 20 параллелей течет к ледовитому океану Лена, река редкой красоты и великой судьбы. Она соединяла деревню с деревней, объединяла племена и народы, вела первопроходцев в неведомые просторы Арктики. Волны ее, уносившие к хмурому ледовитому океану дни и столетия, были колыбельной песней якутской земли. Прошлое и настоящее Якутии ходят по разным берегам реки времени. Но раз в году, в начале лета, они встречаются на древнем народном празднике. Как и много веков назад, пенится кумыс в ритуальных кубках-чоронах, но держат кубки уже не кочевники, скотоводы. Учителя и геологи, горняки и колхозники, летчики и речные капитаны собрались в круг. Юбилейную 60-ю весну празднует Якутская автономная социалистическая республика. Это были 60 лет обновления и созидания, годы великих свершений. Они принесли столько перемен, что и мечты о будущем, воплощенные в мудрых сказаниях якутов о Ланхо, не взлетали так высоко. И не знавший соперников Нюргун Буатур Стремительный дивится силе новых богатырей. Рассказывает первый секретарь Якутского обкома КПСС Юрий Николаевич Прокопьев. Было время, когда Якутию называли одной из самых отсталых окраин бывшей царской России и называли тюрьмой без решеток. Сейчас понятие окраина можно принять лишь в смысле сугубо географическом. С первых лет советской власти наша партия проводила политику быстрейшей ликвидации фактической отсталости народов, населяющих просторы России, и эта задача была успешно решена. Как отметил товарищ Леонид Ильич Брежнев, отсталых национальных окраин ныне не существует. Эти слова полностью относятся и к нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республике. Тысячелетия дремали под панцирем вечной мерзлоты, как сующиеся угли. Их запасы исчисляются десятками миллиардов тонн. И с них началось освоение природных богатств Южной Якутии. В переводе Нерюнгри означает «река тысячи хариусов». Беркакит – места удачной охоты. Время вносит свои коррективы. Сегодня в глухой необжитой тайге эти названия связаны с первым БАМовским территориально-производственным комплексом – Южно-Якутским. Родословная великой стройки начинается не с первого десанта строителей. Первыми здесь шли геологи. Среди них и была Саима Каримова. Тогда еще не герой социалистического труда, не главный геолог Южно-Якутской комплексной экспедиции, еще и не первооткрыватель черной жемчужины Якутии. Земля наша якутская, недра ее,
конечно, исключительно богаты различными видами полезных ископаемых. И вот те 30 лет, которые я здесь проработала, приехав сюда молодым специалистом после окончания Казанского университета, ну, в общем-то, они прошли для меня как один миг. Конечно, были сложности, были радости и печали не миновали. Но в целом я сегодня хочу сказать, что для меня приносит большое удовлетворение, что на ряде месторождений, где я лично участвовала в разведке, сейчас работает промышленность, выдает на гора слюду, уголь. И думаю, что недалек тот день, когда начнут выдавать на гора железные руды. Три главных объекта сегодня на стройплощадке. Углеобогатительная фабрика, ГРЭС и сам город Нерюнгри. Ежедневно строители ТПК осваивают около 700 тысяч рублей капитальных вложений. И это только начало. Строитель еще долго будет главной фигурой в Южной Якутии. Здесь будут сооружаться металлургический завод, предприятия химической и местной промышленности. За плечами у знатного строителя Виктора Николаевича Бульбина многие якутские стройки. С самого начала трудится он и в Нерюнгри. Ну, о бригаде что я могу сказать? Бригада, конечно, большая, 101 человек. Многонациональная бригада, 16 национальностей. Коллектив дружный, я бы сказал, даже, как говорят, мощный такой коллектив, с которым можно работать, с которым работы не страшны никакие. Специалисты хорошие у нас в бригаде, тоже дружные. Живем одной семьей, как говорится. Нерюнгри – младший среди молодых городов республики. Мирный, Тикси, Депутатский, Удачный, города горняков, алмазодобытчиков, гидростроителей, моряков-полярников – все они начинались так, как Нерюнгри. Но ни один не рос такими темпами. «100 тысяч квадратных метров жилья в год сдают строители». Так строятся города сейчас. А давным-давно начинались они с крепостей острогов. 350 лет назад и на Ленском берегу казаки-первопроходцы поставили острог, от которого пошел город Якутск. С той поры ведется счет годам дружбы между русским и якутским народами. Нынешний, юбилейный, 350-й. У якутских городов есть своя особенность, не сразу бросающаяся в глаза. Они стоят на сваях. Вечная мерзлота диктует здесь человеку свои условия. Повадки ее коварны и пока изучены не до конца. Поэтому рекомендации единственного в своем роде Института мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук обязательны для строителей, для проектировщиков и даже для земледельцев. Исследование якутских мерзлотоведов привлекает внимание ученых многих стран мира. Здесь проходят международные конференции и симпозиумы. Но одно дело изучать мерзлоту, и совсем иное заставить ее отступить. Впрочем, не только мерзлоту, а и лютые за 50 якутские морозы и сухое жаркое лето. Десятилетия потребовались ученым научно-исследовательского института сельского хозяйства, чтобы этот единственный пока в Якутии, самый северный в нашей стране сад, выжил и окреп.
Человек отвоевал у мерзлоты плацдарм в 3 гектара. И отсюда началось якутское садоводство. Выведены новые сорта ягод, отобраны и испытаны стелющиеся яблони. Плоды их кажутся обидно мелкими, но по наличию витаминов они в несколько раз превосходят плоды средней полосы России. Рассказывает председатель президиума якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР академик Николай Васильевич Черский. Планомерные и организованные научные исследования в Якутии начались только после установления советской власти. В этом большом государственно важном деле велика роль Академии наук СССР. В 1947 году в Якутии была организована научная база Академии наук, а в 1949 году якутский филиал Академии наук. В 1957 году якутский филиал вошел в состав Сибирского отделения Академии наук. Сегодня мы с огромным удовлетворением отмечаем заслуги наших лауреатов Ленинской премии. А ведь один из них, Дмитрий Данилович Красильников, в свое время пришел пешком из Чурапчи, затратив на этот переход 5 суток в тяжелейших условиях тайги и бездорожья. Мы говорим сегодня о развитии науки в Якутии. Но ведь когда пришла сюда советская власть, среди якутов только около 2% населения умели читать и писать. У якутской науки нет прошлого, но у нее есть настоящее и будущее. Молодые ученые в академических институтах, студенты в государственном университете и дети за школьной партой. Этот поселок вырос не так давно на месте кочевий оленеводов в Нижнеколымской тундре. Дети эвенов, юкагиров и эвенков открывает дверь в мир вечных истин и неизведанных тайн. Им нужны знания не только для постижения законов мироздания, но и для того, чтобы поднять на новый уровень исконное занятие коренных жителей. Дети оленеводов, рыбаков, охотников-следопытов, сами в скором будущем оленеводы, охотники и рыбаки, они стоят на пороге больших перемен. Заменит Ярангу передвижное сборное жилье. Придет на смену оленей упряжка снегоход, но останутся белые просторы тундры и человек наедине с ними.
Thank you.